Конституционный суд Чеченской Республики для известных событий находился в здании парламента. 14 мая судьи перебрались в музыкальное училище. Какие меры принимались, какие не принимались, кто решал? Как быть с сегодняшним состоянием вооруженных людей, которые как военное полевое время? 28 апреля, или вернее сказать, со мной имел беседу по поводу указа о провозглашении Исламской Республики. Я в трехчасовой беседе, наверное, смог убедить, что мы не готовы еще. Дело в том, что ни я, как председатель Конституционного суда, ни президент, ни председатель парламента не владеет канонами Корана. Если я сегодня могу поднести Конституцию, как я могу читать его, то Коран я не смогу. И говорить сегодня, что мы готовы, общество готово принять Коран как Конституцию, я считаю, это кощунство и над религиозными чувствами верующих. Из шариатского канона, если хоть один человек в государстве ложится спать голодным, винить шариат только президента. Как там называется. Я убежден, что только святой путь поможет найти нам тот суд, мы говорим на каждом шагу. Вот эта Конституция, которую вы только что заметили на столе, она принята именно с преподнесением религиозных обрядов. То есть мы приняли ее как священную книгу для становления государства. Я констатирую, что простой труженик, простой гражданин Чеченской Республики, он более законопослушный, чем высшие должностные лица. На своем противоборстве исполнительная законодательная власть просто не замечает Конституцию. Они берут для оправдания своих действий строчки из статьи или слова, чтобы преподносить, что он прав. Конституционный суд, оценивая действия и решения президента Чеченской Республики, признал их неконституционными. Исследовав в судебном разбирательстве ряд постановлений парламента, пришли к выводу о неконституционности более постановлений парламента. Я демократию не превращать в выяснение взаимоотношений властных структур. Все-таки у нас сейчас происходит повсеместно выяснение взаимоотношений. Я думаю, что вот именно эти действия и в городе Москва, и в другом, они больше выражают чаяние одного или группы должностных лиц, чем народа. Народу, российскому и чеченскому, вот это противостояние не нужно.